Здравствуйте, новости на канале Осетия. В студии Светлана Пхалагова и коротко о главных темах выпуска. В стране сегодня отмечают День российской печати. В России официально зарегистрировано более 40 тысяч печатных СМИ, а в Северной Осетии более 60 периодических печатных изданий на русском и осетинском языках. Мы отходим от ламп накаливания, устанавливаем светодиодные лампы, светильники со встроенными датчиками движения. Грамотно и профессионально во Владикавказском политехническом техникуме создали специальную бригаду электриков. Студенты выполняют практически весь спектр электромонтажных работ. Как начали строить вот это фельдшерско-акушерский пункт, я смотрю каждый день, бываю здесь, и очень ответственные люди строят. Цель – качественная и современная медпомощь. В республике активно строятся учреждения здравоохранения. Качество работ на возводимых объектах проверили активисты ОНФ. Сегодня День российской печати. Праздник был учрежден в 1991 году Президиумом Верховного Совета Российской Федерации. Дату выбрали не случайно. 13 января 1703 года по указу Петра I вышла первая русскоязычная газета «Ведомости». Сегодня в России официально зарегистрировано более 40 тысяч печатных СМИ, а в Северной Осетии более 60 периодических печатных изданий. Это газеты и журналы разной направленности: общественно-политические, литературные, научные, учебно-образовательные, спортивные, рекламные и другие. Издания выходят на русском и осетинском языках. Работников печати поздравил Вячеслав Битаров. Глава республики отметил значимость печатной прессы и подчеркнул, что труд сотрудников издательств, типографии и редакции востребован. По словам Вячеслава Битарова, интернет и мобильная связь прочно и надолго вошли в нашу жизнь. Но есть более надежный друг – печатная пресса. И без нее не обойтись, какими современными и совершенными не были бы нынешние источники информации и средства коммуникации. Глава республики пожелал работникам печати, чтобы этот праздничный день стал для каждого убедительным поводом гордиться своей работой, которая помогает землякам быть в курсе последних событий в регионе, России и мире, поднимать и решать волнующие их проблемы. Получить хорошее образование и бороться с несправедливостью. Об этом мечтает 17-летняя Виктория Купеева. Своими планами девушка поделилась с Вячеславом Битаровым. Открытку Виктория с просьбой о встрече глава республики снял с елки желаний. В Доме правительства беседа с Вячеславом Битаровым получилась теплой и откровенной. О судьбе Виктории Купеевой в республике знают многие. 6 лет назад девочку во дворе дома сбила машина. На лечение ее направили в Москву. Там она перенесла 19 операций. Сегодня 17-летняя Виктория стремится реализовать себя в жизни. Учится в 11 классе Центра дистанционного образования в Беслане. Претендует на золотую медаль. На встрече присутствовали также вице-премьер Ирина Азимова и региональный руководитель федерального благотворительного проекта «Мечтай со мной» Нина Бойцаева. Вячеслав Битаров поручил оказать девочке необходимую помощь в учебе. К другим новостям. В Северной Осетии назначен министр строительства и архитектуры. Им стал Артур Тотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Артур Тотиков возглавлял компанию, которая занимается производством и строительством металлокаркасных зданий. Есть ли необходимость вводить отдельный федеральный закон о профилактике бытового насилия в России? Этот вопрос сегодня обсуждали на расширенном заседании Общественной палаты республики. В случае отдельного закона документ даст право суду выдавать предписания виновным в семейном насилии, а также запретит ему приближаться к пострадавшему. Эти предписания будут действовать на срок до 1 года. Во мнениях участники заседания разошлись. К инициативе законодателей юристы относятся скептически. По их мнению, принятие законопроекта не решит проблему насилия в целом, а
вот у председателя Комитета парламента по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Ларисы Ревазовой другое мнение. Новый закон нужен. По ее словам, одна из причин, по которой женщина, подверженная насилию, не обращается в суд, это ее сомнение в том, что государство не поможет. Как отметила председатель Общественной палаты Нина Чеплакова, проект требует серьезной доработки. Кроме того, нужно бороться не только с последствиями насилия, важно разбираться в его причинах. Законопроект, вернее, о котором мы сегодня говорим, о профилактике семейного насилия, он имеет достаточно долгую историю. Значит, его представляли в Государственную Думу в 2016 году, в октябре 2016 года, но он был отклонен в связи с тем, что проработанность его была недостаточно высокой. Активисты ОНФ проверили строящийся в районах республики ФАПы. В Хаталдоне он уже построен. Здесь даже начали принимать первых пациентов. А вот в селениях Нижняя Саниба и Михайловская строительные работы в самом разгаре. В Санибе, к примеру, новое медучреждение ждут давно. Сейчас местные за помощью обращаются в соседние населенные пункты. Новый фельдшерско-акушерский пункт решит эту проблему. В рейд с активистами ОНФ отправилась и наша съемочная группа. Тему продолжит Георгий Запаров. Эмма Айларова проводит экскурсию по новому фельдшерско-акушерскому пункту в Хаталдоне. Медучреждение начали строить в ноябре прошлого года, а уже сегодня здесь принимают первых пациентов. До конца января его оснастят всем необходимым оборудованием, но, по словам врачей, сельчане уже сейчас могут получать своевременную и качественную медпомощь. Активисты ОНФ осмотрели все помещения пункта, убедились в наличии необходимых препаратов, увиденным остались довольны. Все есть, все и посиндромная терапия, и все есть, и шприцы, все для работы первой помощи все есть. Есть смотровой кабинет, педиатрический кабинет, есть кабинет фельдшера и терапевта, есть процедурный кабинет. Такой же фельдшерско-акушерский пункт строят и в Нижней Санибе. Местные жители, а их почти 2000 человек, обращаются за медпомощью в соседние села. С появлением нового ФАПа у людей будет возможность лечиться в своем населенном пункте. Для этого здесь создают все условия. Стройка началась в ноябре. Активисты ОНФ проверили качество работ, ознакомились с чертежами и будущими помещениями центра. Строители уже установили кровлю и ведут отделочные работы. Большой подарок для нашего села. Никогда не было у нас не место для врачей. А сейчас нам повезло, что начали строить нам такое красивое здание. И как начали строить вот это фельдшерско-акушерский пункт, я смотрю каждый день, бываю здесь, и очень ответственные люди строят. Следующий пункт общественников – амбулатория в Михайловском. Специалисты говорят, старое здание находилось в критическом состоянии. Стены и подвал были поражены грибком. В селе проживает почти 11 тысяч человек. Необходимость современной амбулатории стояла остро много лет. Строительство началось в ноябре прошлого года. Нам начали строительство нового здания. Рассчитано на 100 посещений в смену. Дневной стационар будет, гинекологическое отделение, стоматолог и участковые педиатры и терапевты. Но на сегодняшний день программа такая. И мы надеемся, что и жителям села будет намного легче, потому что расположение амбулатории в центре села наиболее приемлемо для того, чтобы жители с двух концов села могли посещать амбулаторию. По словам главного врача амбулатории, работу здесь не прерывали даже на новогодние праздники. Амбулатория в Михайловском готова на 70%, говорят специалисты. На первом этаже уже установили окна и приступили к отделочным и электромонтажным работам. А на втором этаже устанавливают плиты перекрытия под будущую кровлю. По словам строителей, работы еще много, но объект обещают сдать в срок. Общественники говорят, увиденным остались довольны, но мониторинг продолжат и дальше. Таких же фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий еще порядка 7 сейчас строится в республике. Обязательно каждый из них будем посещать до того момента, пока не будет окончательно введен в эксплуатацию и не начнет работать. И дальше уже саму работу тоже, конечно же, будем смотреть и оценивать качество. Всего в этом году в Северной Осетии запланировано строительство и реконструкция 36 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. 25 из них будут построены и 11 реконструированы. Работы пройдут в 7 районах – Моздокском, Алагирском, Правобережном, Иравском, Пригородном, Ордонском и во Владикавказе. Георгий Запаров, Игорь Войцеховский, Новости Осетии.
Грамотно и профессионально во Владикавказском политехническом техникуме создали специальную бригаду электриков. В ней 15 человек. Это студенты и выпускники техникума. Ребята еще совсем молодые, но уже грамотно выполняют практически весь спектр электромонтажных работ. Подробнее обо всем расскажет мой коллега Хетак Плиев. Ни ток, ни провода этим молодым людям не страшны. С легкостью, как Никола Тесла, они справляются с приборами разных сложностей, дублируют схемы. В техникуме для студентов оборудовали кабинет. Тимур Акалаев собрал реверс. Проще говоря, с помощью этого прибора работает насос для закачки воды в дома, но с одним отличием. Допустим, у вас же есть колодец, и оттуда можно воду качать, чтобы для дома. Ну, одно я понял, допустим, в дом закачивать воду, а ты говоришь в другую сторону. Для чего? Ну, вдруг там выкачать надо воду, либо закачать в цистерну любую. На этом ребята не останавливаются. Новая цель – создание приборов для экономии электроэнергии. Чтобы люди меньше платили за общедомовые нужды, студенты предложили устанавливать на фасаде или на крыше многоэтажки солнечные батареи. Сейчас возникает такой вопрос, кто и сколько должен платить. За одна лампочка столько не расходует, а это можно установить, расход будет минимальный. Вообще, один раз установили, за это платить не надо. Мы отходим от ламп накаливания, устанавливаем светодиодные лампы, светильники со встроенными датчиками движения. Когда они поднимается человек, загорается лампа. Потом через минуту надо его настроить, датчик, и гаснет. То есть происходит экономия электроэнергии. Такие результаты не могут не радовать руководство техникума. Для старательных студентов создают все условия. Теорию подкрепляют практикой. Вечером фасад здания ярко светится. Архитектурную подсветку ребята сделали сами. Постепенно обновляют электрику внутри здания. После того, как мы столкнулись с тем, что в техникуме надо менять полностью всю электропроводку, и имея в наличии преподавателей производственного обучения, специалистов, и студентов 3-4 курсы, которые должны обладать данными умениями и навыками, мы решили создать такую бригаду. И теперь все электромонтажные работы, которые проводятся в техникуме, они проводятся нашими студентами под руководством наших мастеров производственного обучения. Скоро у студентов появится и собственный цех. Его обустраивает электромонтажная бригада. Здесь планируют делать окна. Так студенты будут не только совершенствоваться, но и зарабатывать. Хетак Плиев, Айвен Готехов, Новости Осетии. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал. Продемонстрируют свое знание учащиеся 9-11 классов. Всего 1400 человек. Это победители и призеры прошлогоднего регионального этапа, а также набравшие необходимое количество баллов на муниципальном этапе. Олимпиада будет проходить по 21 предмету. В первую очередь свои знания школьники проверят по французскому языку. Завершится региональный этап 20 февраля олимпиадой по немецкому языку. Состязания будут проходить на базе 6 организаций. Среди них СОГУ, Технопарк Кванториум, профучилище номер 5 и 47-я школа Владикавказа. Школьники, которые пройдут региональный этап, примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Он пройдет в марте. Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором местный житель обнаружил косяк мертвой рыбы в Тереке. Владикавказец прогуливался вдоль берега реки в районе стадиона «Динамо», где заметил более 100 мертвых особей форели. Видео вызвало общественный резонанс. Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии обследовали территорию по обеим сторонам реки. По их словам, никакого замора в Тереке нет. Кроме того, это зеркальный карп и форель. А в Тереке этот вид рыбы не водится. Скорее всего, испорченную рыбу просто выбросили, говорят специалисты. Вода в Тереке чистая, и если был бы замор, то в одном месте рыба не бывает. Во время замора бывает, она выбрасывается или выбрасывает ее на берег. Где-то там одиночные бывают представители ихтиофауны. Карп, зеркальный карп, это выведенная фактически порода. Вот. И этого не может быть, что в Тереке здесь было два, и они вместе лежат, как говорится. Это, видимо, кто-то бросил пакет. В Мизури прошел первый футбольный турнир памяти бывшего капитана и основателя команды «Шахтер-Садона» Суслана Чехоева. Он трагически погиб в ДТП 12 января прошлого года. В турнире участвовали 5 команд – Галон, Мизур, Ленингор, Шахтер-Садон и Аланские барсы. Соревнования проходили по круговой системе. В один день провели несколько туров. В заключительном туре встретились команды Ленингор и Галон. Со счетом 5-0 одержал победу Ленингор. Памятный кубок победителя турнира вручили семье Суслана Чехоева. Футбольный турнир
прошел при поддержке Министерства физической культуры и спорта Республики. А вот аланские барсы со счетом 9-4 обыграли команду «Пионер» из Крыма. Счет открыли наши хоккеисты. В первом периоде шайбу в ворота противника забил Махар Хасиев. За всю игру он забил еще 5 шайб. 2 шайбы в ворота отправил Хета Калбегов и по одной Олег Аксенов и Давид Качлаев. Схватка была напряженной. До третьего периода команды играли со счетом 4-4, не уступая друг другу. Но наши спортсмены смогли вырваться вперед. Болельщики ликовали, ребят также поддерживали родные. Пока что еще холодно, но скоро будет жарко. Я надеюсь, они разыграются. Вчера напряженная игра была. У меня племянник стоит на воротах, Битаров Акшартак. Вот мы ходим все за него болеть. Всей семьей, с друзьями, с родственниками. В Ледовой арене прошла еще одна игра аланских барсов с хоккейным клубом «Сочи». Счет 4-7 в пользу сочинцев. Несмотря на проигрыш, победа над крымским «Пионером» обеспечила нашим ребятам участие в финале первенства Южного и Северокавказского федеральных округов по хоккею среди команд 2006 года рождения. Финал пройдет в марте. Ребят ждет серьезная подготовка. Ездили буквально перед Новым годом в город Ставрополь, заняли первое место из 6 команд. Все игры выиграли. И ребята духом поднялись к этому турниру. Как раз вот подготовка. Это турнир важнее, это чемпионат. В ночь с 13 на 14 января в России отмечают Старый Новый год. Дата праздника соответствует старому юлианскому календарю. Он действовал в стране до 1918 года. В России закрепилась традиция отмечать Старый Новый год, и Северная Осетия не исключение. Народные гуляния, ряженые праздничные столы и даже обрядовые костры. Так, например, отмечают праздник в станице Архонской. Традиционный осетинский Новый год вплоть до революции тоже отмечали в ночь с 13 на 14 января. По традиции в новогоднюю ночь также разжигался костер и горел до утра. Считалось, что в пламени должно сгореть все плохое, что было в прошлом году. У меня к этому часу вся информация. Выпуск продолжат мои коллеги из Остинской редакции. Слово Сабине Пелиевой. Бужник Светлана, ахам хабар тедерсе, тешты абун селун хашкан зашты муйдер фанышанкан зынын.